Виталий Викторович. Недавно, буквально там пару дней, в абхазских СМИ появилась информация о том, что вы возглавили партию АПСН. Были яркие заголовки о том, что Виталий Викторович Габни вернулся в политику. В общем, я вас с этим искренне поздравляю. И в первую очередь мне бы хотелось спросить, чем было вызвано вот это вот решение, скажем так, цитируя некоторые заголовки, вернуться в политику? Должен вам отметить, что с общественной жизни из политики я не уходил. Я ушел, занимая поста в силу определенных событий. Не счел для себя возможным оставляться в роли картонного вице-президента в виртуальной вертикали власти, тем более там, где от меня ничего не зависело. Наверное, ни для кого не секрет, что должность вице-президента является в большей мере формализованной, не несет на себе основные функциональные нагрузки. В то же время в рамках госкомиссии, где мои полномочия были определены, мне удалось провести масштабные реформы практически по всем комитетам, будь то это лимиты по линии Россотрудничества, ведущие университеты Российской Федерации, будь то это комиссия по определению инвалидности времен войны с выплатом пенсии. О том можно, наверное, и нужно нам поговорить в отдельном интервью, поскольку каждое из направлений оно объемно. А таких комиссий было 7. Вел прием, старался помогать людям. Главное, что я вынес из своей практической деятельности в администрации, это опыт. Опыт является для меня самым ценным. Виталий Викторович, вы возглавили партию АПСН, в которой, я так понимаю, вы все равно всегда были. Скажите, пожалуйста, в любом случае у партии были свои цели, свои задачи. С вашим приходом идеология партии, ее основные направления будут меняться? В общественной жизни я нахожусь уже достаточно долго, у меня там есть свои якоря и обременители. Еще со школьной скамьи был общественно активен, а без малого последние 17 лет нахожусь уже в прямой политике. Реалии сегодняшнего дня таковы, что у нас нет иллюзий по персоналиям нас окружающим. Мы знали людей, которые с десяток лет находились в оппозиции, со всей чистотой намерений, но придя во власть, немногие выдержали испытания властью, отойдя от идейных позиций. Не все выдержали. Теперь мы их знаем и в той, и в этой ипостаси. Мы знаем людей, которые были без малого 10 лет властью, а сейчас стали оппозицией. Знаем мы, какие они были во власти, большей частью конъюнктурщики, и какими праведниками они стали сейчас. Другими словами, за прошедшие 15 лет все себя показали и раскрыли. И сослагательных репутаций, на мой взгляд, сегодня практически нет. Проблема заключается в том, что если убрать полюсную конкуренцию политических сторон, то не набираются люди по персональным на одну здоровую, профессиональную, патриотичную команду. А если говорить и исходить от разделения, которое сегодня имеет место быть, то такой возможности при нашем немалочисленном народе собрать команду вообще не представляется возможным. Объективности ради мы заметим, что сегодня чистых сторон не существует, и есть только личная репутация и пройденный путь, который является определяющим. Но культура нашей политической жизни такова, что даже это не является условием и панацеей, и не берется во внимание, потому что исходят не из принципа хороший управленец или плохой профессионал, он или негоден, а свой или не свой. И закладываются обычно свои личные интересы, которые сопутствуют именно закладываются на конкретном человеке. Сегодня добрые намерения и хороший результат являются не в тренде. Говоря о целях и задачах партии АПСН, какие наиболее важные приоритеты направления в работе сегодня ставит перед собой партия? Мы сегодня живем в капиталистической системе ценностей, взятая за основу, где наиболее негативные качества человека делают его наиболее успешным, особенно в период первичного накопления капитала.
И во власть будут всегда стремиться такие люди для личного обогащения. Но в силу того, что эта система нам чужеродна, у нас есть свой противовес в лице нашего традиционализма, личностных устоев патриотизма. И, слава богу, здоровых ребят в нашем сообществе тоже хватает. Но объективности ради нужно заметить, что люди с чистой репутацией, как правило, индивидуалисты, которые не способны работать в команде. И, как правило, проигрывают той посредственности казнокрадам, которые более конкурентны, поскольку лучше мобилизованы и скоординированы. Мы, будучи частью власти, задались целью собрать таких крепких индивидуалистов с безупречной репутацией, без издержек в репутации, в одну команду. К сожалению, не все поддержали нас из числа достойных ребят, но тем не менее нам удалось сорганизоваться. Чтобы не быть голословным, в качестве примера приведу ряд членов политсовета. Это Даур Курмази, председатель по налогам и сборам, это Даур Кови и Одиссей Бигвава, министр и замминистра иностранных дел. Это талантливый режиссер Таймураз Кесир Едамей Чамба. Это Астамур Кагулия, зам председателя промышленной палаты. Это депутаты парламента Вианор Бебе и Левон Галустян. И ряд других ребят, ни за кого из которых нам не стыдно. Помимо, организация вобрала в себя ярких, самодостаточных людей вне власти с активной гражданской позицией. Это и ветераны, это и служащие, это и банкиры, это и люди бизнеса. Сейчас такой вот уже более активный период подготовки к выборам главы нашего государства. Выборы, напомню, должны состояться в августе текущего года. Политическая партия Апсны планирует выдвинуть своего кандидата в президенты Республики Абхазия. Фундаментальные основы создания партии, они лежат в плоскости либо провластной, либо центристской, либо оппозиционной. Центристских партий у нас нет. Мы в силу понятных обстоятельств являемся провластной организацией, в то же время не обременены никакими обязательствами, исходим из чистоты своих идей, намерений, мнения политсовета, являемся, еще раз говорю, абсолютно свободны в принятии решений, являемся самим для себя последней инстанцией в принятии решений, о чем часто мы проговариваем. Я как председатель могу сказать за себя, что никто мне в спину не толкает, руководствуюсь только своим опытом, своими принципами и мнениями ребят. Говорить о том, кого мы поддержим на выборах, сегодня рано, по той причине, что никто в публичном пространстве не зарегистрировался. Я полагаю, что нет смысла нам поднимать этот вопрос ранее, до того, как пойдет время выдвижения. Полагаю, мы в стороне не останемся. Главная задача – это улучшить уровень жизни страны и народа. Вот есть какие-то конкретные предложения политической партии Апсны? Возможно, я так понимаю, законодательной инициативой партии не обладает, но в любом случае на уровне личных знакомств, контактов обращаться, предлагать какие-то конкретные меры по решению, может быть, даже конкретной проблемы. 19 апреля прошлого года Апсны провела второй республиканский съезд, на котором были обозначены главные приоритеты, стратегические. Мы говорили о конституционных реформах, о которых вспоминают только в преддверии выборов. Мы это подняли вопрос в межсезонье ровно за 1,5 года для того, чтобы успеть их реализовать. Провели с тех пор ряд консультаций, круглых столов с другими политическими силами и партиями, и с форумом народного единства, и с Единой Абхазией, и с Амцахарой. И должен вам сказать, пришли к определенному результату. Чтобы раскрыть этот вопрос, я приведу пример выборов 2004 года. Мы знаем, мы все опасаемся выборов текущего 2019 года, опасаемся, переживаем, как бы они ни вышли за рамки правового поля. И на это у нас есть основания, поскольку политическая культура наша желает быть лучшего.
Есть опасения, что любая из проигравших сторон не признает эти выборы с последующим выведением людей на улицу. И в нашем государственном устройстве нет системы сдержек и противовеса, нет компромисса как такового. И когда мы говорим о изменениях в политическом устройстве, мы хотим заложить эти компромиссы ровно так, как они работают в мире. Вот я выше привел события 2004 года, которые подвели к кризису, из которого нам с трудом удалось выйти в ручном режиме, но вывести показательно как раз на компромиссе. Багап Шхаджинба, президент, вице-президент. Но в силу того, что должность вице-президента не наполнена была содержанием, и, как мы сказали, в большей степени формализована, эта договоренность осталась на бумаге. В данном случае мы предлагаем усилить роль премьер-министра, где президент является главой исполнительной власти. Премьер-министр является промежуточной фигурой, не самодостаточной. Когда мы передаем парламенту контроль за кабинетом министров и прописываем в определенных случаях вмешательство президента, то в государстве становятся две подотчетные фигуры, каждая из которых занята своим делом. Одна хозяйствующая деятельность, другая, как президент, который в данном случае, на мой взгляд, становится как отцом народа, занимается правоохранительной системой, там, главами администрации, Министерством обороны, внешней политикой. То есть достаточный объем полномочий. Еще раз говорю, где мы предлагаем механизмы, где президент в экстренных случаях может вмешиваться в любое из направлений, но это, как правило, очень редко работает, поскольку связано с определенными форс-мажорными обстоятельствами. И компромисс заключается в том, что мы в случае необходимости будем биться не на улицах, там, ломая копии, вы знаете, с чем это связано, а в том, что во власти на учете баланса и компромисса могут уравновеситься стороны и две политические силы, у каждой из которых будут свои обязательства, как и своя ответственность, где в этой конкуренции каждый может и должен себя показать. Желательно, чтобы мы все это успели сделать до предстоящих выборов, до известных событий. И вообще нам это необходимо на перспективу, и поскольку и эти выборы у нас будут не последними, и новейшая история Абхазии уже наработала свои издержки, где мы понимаем, что и как нам надо изменить. Мы достигли промежуточного результата в согласовании с другими политическими силами, намерены согласованно с другими сторонами и партиями вынести этот вопрос в парламент, предварительно согласовав с президентом. Большое спасибо. Будем наблюдать за успехами партии. Это благодарен. Спасибо за возможность сказать и высказаться там о своих чаяниях и надеждах.